Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. 27 октября отмечает свой профессиональный праздник Всемирный день аудиовизуального наследия. Единственное в дальневосточном регионе учреждение, профессионально занимающееся сбором, хранением и систематизацией аудиовизуальных документов о Якутии. Это Национальный центр аудиовизуального наследия народов Якутии. Сегодня мы поговорим о деятельности центра. Наш гость в студии Степан Москвитин, директор Национального центра аудиовизуального наследия народов республики. Степан Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Всемирный день аудиовизуального наследия отмечается по всему миру. В чем заключается цель праздника? Ну, немножко предыстории. Но надо сказать, что именно сохранением аудиовизуального наследия, не только сохранением, но и его постоянным пополнением, комплектацией, распространением, показом среди населения занимается по миру огромное количество людей. И вот, конечно, этот праздник, профессиональный день, можно сказать, он необходим. Ну и цель, которую преследует этот день, это, конечно же, привлечение внимания общества и властей к проблемам, которые все-таки есть в этой сфере. И надо сказать, что это очень такое нужное дело для общества, с тем, чтобы в дальнейшем значит, грядущему поколению передать его в полной целостности и сохранности. Скажите, а что хранится у вас в архиве, какие документы, из какого периода? Ну вот у нас, видите, можно сказать, что мы единственные на Дальнем Востоке специализированные учреждения, как вы сказали. И насколько я знаю, что и коллеги мои, которые работают очень долго в этой сфере, в субъектах Российской Федерации такого специализированного учреждения нет. Он, как правило, находится в составе архивов там, или еще в каких-то других формах, фильмофондах и так далее. Да? Вот, поэтому я хотел бы, конечно, дать дань, опять же, нашему первому президенту Республики Саха-Якутия Михаилу Ефимовичу Николаеву, который своим указом в 1996 году учредил Госкинохранилище Якутии и поставил конкретные задачи систематизировать, сохранять вот это вот наше бесценное, можно сказать, наследие. Да? Ну и мы, пожалуй, единственный субъект в Российской Федерации, который имеет свой закон Республики Саха-Якутия об аудиовизуальном наследии. И мы защищены сегодня этим законом, в котором все прописано, как хранить и так далее, какие функции выполняют те или иные контрагенты. Ну и, конечно же, Александр Николаевич Жирков, который является, можно сказать, автором этого закона. С 2005 года он у нас существует, и вся нормативная база функционирования вот этого направления на сегодняшний день имеется. Да? Вот, сегодня мы насчитываем более 40 тысяч единиц учета. Это колоссально большой объем, но если говорить образно, то это, когда мы перевозили этот фонд в новое здание, это было 3 пятитонных грузовика. Понимаете, этот объем, это вся наша история. Многие задают вопрос, какие уникальные у вас кадры есть. Да? Действительно уникальные, мы можем говорить о тех, ну, благодаря соцсетям, интернету, доступности сегодня. Многие видели кадры первого съезда тюркологов в Баку 1924 года, где Исидор Барах, Ваня Падисов, Сафрон Халампа принимали участие в этом историческом событии. Это, значит, мы кадры нашли на похоронах Владимира Ильича Ленина, который принимал Максим Кирович Амосов и так далее. Мы их считаем уникальные кадры. Да? Более 700 кадров у нас особо ценных, да? Видеодокументов. Ну, здесь надо вот подразделить, что кинематография, ведь она началась где-то в 30-е годы, тогда, когда была учреждена в Иркутске такая организация, как «Восток кино». И уже с 30-го года начались такие профессиональные съемки о нашей республике. Остановление советской власти, вот, остановление промышленности в Алдане, о пионерии, понимаете, да, о Северном морском пути и так далее. Когда смотришь эти кадры, ты окунаешься в то время и ощущаешь, и понимаешь более, наверное, глубоко, как жили наши люди в те далекие годы. Видишь их просветленные лица, такой энтузиазм у всех и так далее, понимаете. Поэтому вот 30-е годы, довоенные годы,
вот первые такие началось движение, да. И этих документов у нас, ну, порядка, наверное, около 15 единиц учета. Мы их храним очень бережно и так далее. Потом уже начинается этап послевоенный. Это 47-й, 48-й годы, когда в Якутии открывается, ну, скажем так, филиал «Восток-кино». И здесь уже люди, приехавшие с Иркутска, начинают профессионально снимать и так далее. Тоже очень много интересных материалов о республике, о Якутии. Так. И, конечно же, это 60-е годы, когда мы получаем первых выпускников в ГИКа, которые отучились в Москве, приехали сюда. Ну, конечно, прежде всего, это Никандр Савинов, который здесь организовал, первый наш кинооператор национальный, да. И вот они создавали эти фильмы. И вот, смотря эти фильмы, ты, конечно, и не только фильмы документальные, очерки и так далее, ты окунаешься в этот период. Я думаю, что вопрос сохранения этих уникальных кадров, да, этих уникальных аудиовизуальных документов, он очень актуален, потому что вот решением и законом об аудиовизуальном наследии это является государственным имуществом, особо ценным государственным имуществом. В законе нашем все прописано, как мы должны все это хранить. Так? Поэтому, к сожалению, в этом плане мы отстаем. Ну, я буду откровенен, конечно же, мы отстаем. В течение 25 лет сидели и работали на Семена Данилова в 17-м квартале. 1/3 значит, помещений была поражена грибком. Но в прошлом году только мы переехали на Курашова 46, и то, значит, мы наши фонды туда не разместили, ну, потому что площадей не хватает. Сегодня, конечно, правительство Республики Саха-Якутия, оно озадачено этой проблематикой. Есть прямые поручения главы Республики Арсена Сергеевича Николаева обеспечить помещением достойным. Да? И сегодня вот действующий министр и правительство республики, она работает над этой темой, чтобы мы, конечно, имели хорошие условия для того, чтобы могли действительно хранить эти оригинальные документы. Я повторюсь, их более 40 тысяч. Но мы же постоянно занимаемся и пополнением. Вот. В чем специфика этих материалов? В том, что если ты уже отснял, это уже история. И с каждым годом он становится все ценнее и ценнее. Да? Поэтому, значит, укрепление маттехбазы – это вопрос номер один. А вот вы отметили, что раньше находились по адресу Семена Данилова, и Да, что да. часть фонда была поражена грибком. Как это сказалось на хранимых Нет, документах? это не часть фонда была поражена, это помещение. Угу. Так, поэтому мы очень много работали над тем, чтобы, понимаете, этот фонд у нас хранится в разных форматах. Это и кинопленка, там 35, 8, 16 миллиметров, это видеокассеты, ВХС-кассеты и DVD-диски. Вот по вопросу цифровизации, конечно, здесь очень серьезный вопрос. Ну, я думаю, что этот вопрос, он будет решен. Он просто назрел, вот дальше уже некуда, потому что хранить в пленках, видеокассетах, которые требуют и имеют регламент определенный их обслуживания, это размагничивание, это чистка, это перемотка, это склеивание и так далее, они же очень хрупкие. И понимаете, их, чтобы сохранить, необходимо постоянно обслуживать по определенному алгоритму. Вот. Это то, чем занимаются наши сотрудники сегодня. Это без этого никак. Вот. И нам просто необходимо, конечно, формат, цифровой формат. Вот эти 40 тысяч материалов мы должны все трансформировать в цифру. Так? А есть сегодня и отечественные производители выпускают достаточно надежные системы хранения данных. Вот. И я думаю, что если не в этом, то в следующем году мы наверняка приобретем эти материалы, потому что в стратегии цифровой трансформации, которую утвердил глава Республики Саха-Якутия, мы там находимся в приоритете. Мы должны получить это оборудование. Мы должны все, значит, весь наш видеоматериал трансформировать в цифровой формат, в единый формат хранения. Эта система, она обеспечивает надежность хранения 99,5%.
Это практически, вот, понимаете, да. И эта система позволяет обеспечить доступность материалов. Сегодня мы завершаем работу над электронным каталогом. Если у нас были бумажные каталоги, сегодня на нашем сайте, в принципе, можно посмотреть, какие материалы уже есть у нас хранятся. Да? Но когда мы приобретем это оборудование, естественно, удаленный доступ, он позволит очень легко приобретать или получать безвозмездно те или иные материалы, которые вас интересуют. Вот, кстати, о доступе хочется спросить, как на сегодня осуществляется такая деятельность? Вот, допустим, я хочу найти данные о своей школе. Есть ли какой-то просмотровый зал? На сегодняшний день мы такой возможностью не обладаем. У нас нет сегодня такого специализированного зала, где мог бы посетитель прийти и просмотреть там и так далее. Но тем не менее в стесненных условиях мы это, конечно же, делаем. Человек приходит, заполняет картотеку, наши специалисты находят тот или иной материал, и вот тогда мы уже приглашаем человека, он смотрит на телевидение и получает этот материал. Пока, к сожалению, так. Но наша мечта, и это требование времени, чтобы все это было в удаленном доступе, чтобы человек с помощью интернет-сети, зайдя на компьютер, не приходя к нам в офис, мог все это получить. Это уже везде все это так делается, но на сегодняшний день, я повторюсь, мы отстаем в этом технологическом оснащении. Поэтому эта задача тоже номер один. Она назрела давно, и ее решить просто необходимо. Ну и доступность, я как сказал, она обеспечивает надежное хранение. Это самое главное. Так? Мы же должны оставить все это наследие, должны оставить, значит, нашим грядущим поколениям. Наверное, нам будет стыдно маленько, если они скажут, наши старшие товарищи, почему так относились к нашему наследию. Так? Поэтому это вопрос в Министерстве культуры, в правительстве, он среди приоритетов. Так, и я думаю, что все-таки движение пойдет. Но мы знаем, что мы испытываем сегодня сложности и в расходной части бюджета. Но я не скажу, что это такие прямо колоссальные затраты. Так, это, допустим, вот система хранения данных, я сказал, что отечественные производители ее выпускают, она в 3-4 раза дешевле, чем аналоги зарубежные, тот же IBM, там, Yamaha и так далее, те, которые сегодня стоят в центральных архивах. Они очень надежные, есть гарантийное обслуживание и так далее, поэтому сейчас, все программные документы у нас подготовлены, все уже утверждены, поэтому осталось деньги, только дело за финансирование. Степан Иванович, вы сегодня к нам пришли по торжественному поводу. Позвольте поздравить вас и всех ваших коллег с праздником. Возможно, у вас есть также для своих сотрудников. Да, конечно. У нас коллектив небольшой, 25 человек, но он высоко профессиональный. Многие работают уже и по много лет, по десятки лет и так далее. И очень дружный, сплоченный коллектив. Вот. И ветераны, которые отработали, значит, заложили фундамент, что ли, в этом деле. Они до сих пор живы, здравствуют. Вот Виссарион Андреевич Томский, например, так, он очень постоянно интересуется, наш постоянный гость. Я хочу сердечно всех поздравить с профессиональным праздником, пожелать здоровья и, конечно, веры в лучшее будущее. Благодарю вас за то, что нашли для нас время, стали гостем нашей студии. Очень интересно сложилась наша с вами беседа. Будем беречь аудиовизуальное наследие нашей республики. Спасибо вам. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.